Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Манова. Сегодня в выпуске. Какие придомовые и общественные территории будут отремонтированы в этом году и какой объект должен преобразиться в следующем? 2021 год в Республике Коми объявлен годом комфортной городской среды. Избран новый председатель Интинского общества инвалидов. Общественная организация подвела итоги работы за последние несколько лет. Найдены все контрольные пункты и отмечены на карте. Любители активного образа жизни приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз призвал граждан страны вакцинироваться от коронавируса. По словам главы государства, отечественный препарат самый надежный и безопасный. При этом вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил Путин. Эпидемия коронавируса подчеркнула безусловную важность и значимость нашей главной задачи – защитить людей, обеспечить жизнь и здоровье наших граждан. Сейчас, по мере снятия ограничений и восстановления экономики, налаживается привычный рабочий ритм предприятий и организаций. Впереди и сезон летних отпусков. Все это означает, что люди больше общаются друг с другом, посещают общественные места. И в этих условиях крайне важно последовательно снижать риски распространения инфекции. И, как уже не один раз говорил, для этого необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет. Самый правильный, цивилизованный способ решить эту задачу – это, безусловно, об этом говорят специалисты не только в нашей стране, а во всем мире. Это широкая вакцинация. Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определенных специальностей, сфер, тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Ну, например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее. Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов. Я хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам. Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина, это практика показывает, уже миллионного применения. Она самая надежная сегодня и самая безопасная. 2021 год в Коми решено объявить годом комфортной городской среды. Соответствующий указ подписан главой Коми Владимиром Уйба. До 1 июня правительству региона поручено сформировать и утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках года комфортной городской среды. Также соответствующие мероприятия рекомендовано запланировать и провести руководителям органов исполнительной власти и органам местного самоуправления. В этом году по программе формирования комфортной городской среды в Инте предполагается отремонтировать в 4 раза больше дворов, чем в прошлом. Запланировано приведение в порядок 8 придомовых территорий по адресам Мира 26, 35, 45, 49, Куратова 16, 18, Промышленная 18, 20. По подсчетам специалистов, на благоустройство данных объектов понадобится порядка 20 миллионов рублей. Будут продолжены работы по реконструкции уличного освещения и асфальтирование тротуаров по улице Мира. Сейчас интинцы решают, какая общественная территория будет благоустроена в 2022 году. Жители округа принимают активное участие во всероссийском рейтинговом голосовании по выбору объектов. В итоге будет приведена в порядок одна из 15 представленных территорий. Это площади Ленина и Комсомольская, территория между многоквартирными домами 31 и 35 по улице Мира и между домами номер 30 и 34 по улице Куратова. Вокруг здания городской администрации,
тротуары по улице Мира с обеих сторон. Территория между 8-й школой и магазином «Адак» по улице Воркутинская. Пустырь возле детского мира, улицы Горького, Кирова, участок проезда между домами 24 и 30 по улице Мира, парк культуры и отдыха, тротуар по улице Куратова, территории около водонапорной башни и на месте снесенного дома по улице Кирова. Именно интинцы решают, какой объект должен преобразиться в первую очередь. Тем, кто еще не определился с выбором, необходимо поторопиться. Голосование завершится 30 мая. Жители дома 12 по улице Полярной обратились к нам на телестудию с просьбой приехать и показать состояние придомовой территории. После капитального ремонта кровли и фасада рядом с домом лежат кучи строительного мусора. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев лично посетил данные объекты и пообщался с интинцами. Капитальный ремонт дома 12 по улице Полярной ведется уже несколько лет. Фронт работ здесь огромный, потому что здание состоит из нескольких жилых домов. В нем 13 подъездов и 94 квартиры. В 2019 году местный подрядчик приступил к ремонту данного дома. В рамках республиканской программы капремонта многоквартирных домов за счет средств регионального оператора капитально отремонтированы кровля и фасад многоквартирного дома. На данные работы было выделено более 42 миллионов рублей. Подрядчик получил деньги только за качественные и полностью выполненные работы. Пока у него заказчиком принят только ремонт крыши и часть фасада. Предписания выписывались, очень много предписаний, потом был суд. Все работы, которые были выполнены некачественно, оплаты не проведены были. На сегодняшний день подрядчик обещает с завтрашнего числа приступить к работам. Все наши предписания он будет устранять, и без этих предписаний, естественно, ничего не будет ни подписано, ни оплачено. Пока не сделает по-человечески, качественно, со всеми СНИПами, ГОСТами, стандартами, оплаты никакой не будет. У подрядчика было удержано то, что он затянул со сроками, и за некачественную работу тоже ему не оплатили. То есть все, что сделано некачественно, будет переделывать. Также есть гарантийные обязательства, это 5 лет. Будем заставлять по гарантийным обязательствам все сделать. Конечно, жителей не устраивает нынешнее положение вещей. Они хотят, чтобы их двор был чистым и ухоженным. Затянувшийся ремонт уже порядком надоел. Невозможно выйти на балкон, потому что они так и не установлены. В подъезде после смены окон и дверей щели. Двор в строительном мусоре, да и сам фасад пока еще не доделан. Мне надо балкон. Мне даже не выпустить кошку на балкон. Вот сейчас придут дети с садика. У нас здесь много маленьких. И что, видите, какой бардак. Ну, с понедельника, думаю, на балконе месяц где-то на все. Зерками сразу же. 3-е лето делает. И смотрите, все обсыпается, все обваливается. Вот в том году арку эту делали в ноябре месяце. Уже морозы были, они завесили все. Мы кругаля так ходили здесь, там, кто где. А все делалось так. 3-е лето, такой бардак. Оборудование балконов – больной вопрос для жителей дома. Их должны были заменить, но пока заготовки лежат на складе подрядчика. Жители же дома вынуждены держать двери балконов запертыми, ведь выходить им по факту пока некуда. Я житель этого дома. 2 года я живу, не могу выйти на балкон. Это нормально? Ненормально. Подрядчик. Во-первых, что полопалась вся стяжка, вся краска облезла. 2 года не могу открыть балкон, у меня ребенок не успеет даже на балкон. Двери мятые, все сыпется, все крошится, все ссыпается. Это что? 3 года у нас делается капремонт дома. 3 года мы живем в этом сраче. Понимаю. Подрядчик, контроль. Написали сейчас предписание, отправляем в Сыктывкар. Сейчас затребуем график работ. Тех работ, которые еще не сделал. Во-первых, надо балконы сделать, а потом все переделывать, где все облезло. Балкон, смотрите, балкон. Площадка, низ, балкон, он даже не касается, хотя там предусмотрена площадка крепления. Он даже не касается. Конечно. Как так делаете, Андрей Юрьевич? Там тоже предписание, чтобы устраняли. Даже не касается площадка основания балкона. У нас предписание такая стопка за 3 года. Давайте. Нет, там анкеражи будут ставиться, притягиваться это все. Там зазор, у нас специально же установлен зазор, для того, чтобы снег не собирался. Предписание управления жилищно-коммунального хозяйства не выполняется в срок. Руководство округа ситуацию с домом 12 по улице Полярная взяло на контроль. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки представить план работ и отчитываться по нему ежедневно. Отметим, что приезд мэра уже дал свои результаты. С понедельника началась установка балконов. Мы видим, что капитальный ремонт затянулся, именно фасада. Сейчас с подрядной организацией возьмем график именно по числам и будем отслеживать. Также я выйду на рекоператор Сыктывкар, обсужу эту проблему с ними. Конечно же, надо дом доделывать.
много претензий как с нашей стороны, так и со стороны жителей. Поэтому будем контролировать и будем делать все, чтобы этим летом дом закончить. Инициативная жительница данного дома попросила мэра о том, чтобы устроить праздник двора. Горожане, живущие в данном районе, давно мечтают о празднике на своем жилфонде. Праздник Смотрели? двора когда-нибудь нам хоть сделайте. Праздник двора хотите? Никогда не было. Вот 45 лет живу в этом доме. Кстати, праздник двора здесь был в 18-м или в 17-м году. Вот прямо здесь, вот на этой площадке. Мы тут все Может, были. нас не было. Ну, может быть, я праздник сколько двора. живу, Давайте сейчас ни подумаем, посмотрим по При погоде, мне- может быть, там при мне в как-то ни разу середине не лета было. сделаем. Мэр Владимир Киселев предложил жителям определиться с местом проведения праздника – дворовая территория или сквер рядом с домом. Также руководитель попросил сообщать о всех возникших проблемах и вопросах в администрацию округа. В Инте прошла отчетно-выборная конференция Коми регионального отделения общества инвалидов. В мероприятии приняли участие более 20 делегатов. Собравшиеся подвели итоги работы за последние 5 лет, рассказали о приоритетных направлениях деятельности общественной организации и выбрали новый состав правления с председателем. Перед началом конференции делегатов поприветствовали глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев и председатель городского совета Ирина Артеева. Мэр Инты представил своего внештатного советника по делам инвалидов Екатерину Сергееву. Это именно то звено, через которое мы будем с вами общаться. Если будет необходимо любой вопрос через нее, либо нужна будет встреча, всегда готов встречаться, всегда готов помогать и общаться. Конечно же, я хочу поблагодарить вас за вашу жизненную позицию, за вашу общественную работу, за ваш оптимизм. Надеюсь, что работа будет плодотворной и любые вопросы будем решать совместно. Также хотел бы еще сказать, что в библиотеке уже заканчивается ремонт помещения, который будет вам предоставлен. Здесь я считаю, что будет удобнее, центр города. Приходите, занимайтесь. Возможно, здесь будем проводить какие-то встречи. Я рада, что вы такие активные, бодрые, и все у вас получается, и вы рветесь всегда вперед. И желаю вам плодотворной, хорошей работы на этой конференции, вообще в дальнейшем. И, естественно, мы с вами также будем сотрудничать. Всего вам хорошего. Интинская организация инвалидов работает с 1990 года. Устав общества зарегистрирован в 2004 году. Главным направлением деятельности было и остается защита прав и интересов инвалидов, содействие в интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Уже несколько лет в Инте реализуется программа «Доступная среда». С 2017 по 2020 год выделено из бюджетов разных уровней и освоено в полном объеме порядка 3,5 миллионов рублей. Интинские дети-инвалиды получают бесплатное образование в 5 дошкольных учреждениях. Для малышей с ограниченными возможностями здоровья работает специализированный детский сад «Василек». Дополнительно открыты группы компенсирующей направленности в Рябинушке. Родители детей-инвалидов не платят за посещение таких групп. Для школьников работает специальная коррекционная школа номер 43. Каждое лето на ее базе открывается оздоровительный лагерь. В учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования работают многочисленные клубы, кружки, творческие студии и секции. Взрослые и дети участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, сдают нормативы ГТО. Физкультурно-оздоровительная работа среди инвалидов проводится совместно с городским обществом инвалидов и органами социальной защиты населения. В спортивной школе Интинская открыта спортивная группа для инвалидов, которые занимаются на регулярной основе. Еженедельно по вторникам проводится прием нормативов у людей с ограниченными возможностями здоровья. Общая численность занимающихся по программам адаптивной физкультуры и спорта в школе Интинской составляет 63 человека. Они посещают группу по армспорту, по боче, по лыжным гонкам, по дартсу и по настольному теннису. Самая многочисленная детская группа по плаванию, где занимается 26 человек. С этими группами работают инструкторы-методисты, прошедшие курсы повышения квалификации по адаптивной физической культуре и профессиональную переподготовку. На базе школы юных в структурном подразделении «Дельфин» организована группа на бесплатной основе «Семейный отдых». Данная услуга включает в себя посещение финской сауны с выходом в бассейн для семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках конференции с отчетами о работе с инвалидами выступили представители Центра социальной защиты населения, городской больницы и Центра занятости. Присутствующие на собрании люди с ограниченными возможностями могли задать специалистам интересующие вопросы. Главный врач Интинской ЦГБ Валентина Копченкова пригласила горожан на вакцинацию от коронавирусной инфекции. При отсутствии медицинских противопоказаний прививку можно сделать как в поликлинике, так и на дому. У нас открыта вакцинация маломобильных граждан на дому. Это не значит, что это только инвалиды. Любые люди, которым сложно дойти до поликлиники в силу какого-то состояния здоровья или в силу своего возраста, могут вызвать участкового врача на дом для вакцинации. Или можно договориться через Центр социальной защиты, они, правда, ушли. То есть можно передать через них, и наши медицинские работники выйдут на квартиру, осмотрят гражданина. Если нет противопоказаний к вакцинации, то привьют его прямо на дому. И через 21 день спутник ВИ идет, тоже придут на дом. И пивак короны прививается двукратно через 14 дней. Один из главных вопросов отчетно-выборной конференции касался формирования нового состава правления. На следующие 5 лет председателем Интинского общества инвалидов единогласным решением делегатов была избрана Екатерина Сергеева. Горожане, стоящие в очереди на переселение из районов Крайнего Севера, должны пройти обязательную перерегистрацию. Срок подачи документов завершается уже 1 июля. До этого времени интинцам необходимо подать заявление в отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья городской администрации. На данный момент в Инте в очереди на переселение из районов Крайнего Севера стоит около 3000 семей. Большая часть очередников – пенсионеры. В 2020 году в нашем городе вручили сертификаты на переселение 37 семьям на сумму около 111 миллионов рублей. Все получатели относятся к категории инвалиды. Они имеют преимущественное право на переселение из районов Крайнего Севера. В 2021 году обладателями сертификатов уже стали 12 инвалидов и 1 пенсионер. Общая сумма выделенных средств – 30 миллионов 376 тысяч 517 рублей. Граждане, состоящие в республиканской очереди на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, должны ежегодно проходить так называемую перерегистрацию. Напоминаем, что 1 июля 2021 года заканчивается ежегодная перерегистрация граждан, состоящих в общереспубликанской очереди на переселение из районов Крайнего Севера. Поэтому мы приглашаем граждан, состоящих в общереспубликанской очереди, в кабинет 107 до 1 июля 2021 года для подачи соответствующего заявления. А также напоминаем, что можно отправить это заявление почтовым отправлением по адресу Республика Коми, город Инта, улица Горького, дом 16, или воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте администрации МОГО Инта, вкладочка «Обращение», создать обращение и заполнить соответствующую форму. Значит, приемные дни у нас: среда с 8 до 17, обед с 12 до часу, в пятницу с 8 до 12. По всем вопросам, пожалуйста, звоните 6 26 60. Напоминаем, что подать заявление необходимо в 107-й кабинет, отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации округа до 1 июля. От количества граждан, прошедших перерегистрацию, напрямую зависит сумма выделенных федеральных средств для переселения семей из районов Крайнего Севера. Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий наказание за вождение в пьяном виде. Если водитель попал в аварию, в результате которой пострадали или погибли люди, а потом он снова сел за руль нетрезвым, срок лишения свободы для него составит до 3 лет, а максимальный штраф до 500 000 рублей. Как сказано в пояснительной записке, актуальность изменений обусловлена тем, что количество повторных преступлений такого рода растет. В настоящий момент за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав от 1,5 до 3 лет и административный штраф в размере 30 000 рублей, а в случае повторного деяния водителю грозит реальный срок заключения до 2 лет лишения свободы или штраф в размере 200-300 тысяч рублей по уголовной статье. Авторы инициативы отмечают, что действующие санкции недостаточно эффективны. Об этом свидетельствует рост рецидивов в случаях, когда люди повторно садятся за руль пьяными. По данным представителей правоохранительных органов, в Инте таких нарушителей тоже достаточно. Сотрудники ГИБДД регулярно выявляют нетрезвых автомобилистов на дорогах округа. При осуществлении мероприятий по проведению проверок водителя состояния опьянения установлено 95 лиц, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде. Из них 15 лиц привлечены к уголовной ответственности, то есть за повторное управление
транспортным средством в состоянии опьянения. Несмотря на снижение выявленных нарушений правил дорожного движения на 24%, увеличилось количество выявленных фактов управления водителями транспортных средств, не имеющих права управления, либо лишенных такого права. В соответствии с новым законопроектом вместо штрафа могут потребовать зарплату или доход нарушителя за период до 3 лет. Также предлагается дать суду возможность запретить осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до 6 лет. В Инте прошли соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В этом году организаторы мероприятия решили провести его не в центре города, а на территории спортивной школы «Интинская». В состязаниях приняли участие около 70 школьников. Чтобы выполнить непростые задания, ребятам предстояло немного побегать, хорошо подумать и правильно прочитать карту. Российский азимут – одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию. Оно сродни таким популярным спортивно-массовым мероприятиям, как Лыжня России и Кросс Нации. Юные интинцы из года в год активно принимают участие в данных состязаниях. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, они рассчитаны на любую возрастную категорию. Конечно, у нас большинство участников – это представители наших общеобразовательных учреждений, школ города. Возрастная категория 9-14 и 15-18 лет. Это наиболее массовая, скажем так, категория, в которой принимает большее количество учащихся. Ну, по мальчикам, девочкам сказать сложно, но все-таки преимущество у ребят, потому что, ну, я не знаю, может быть, они считают ближе себе этот вид спорта, спортивное ориентирование. Девочки принимают участие, но не так активно и массово. В Инте в формате городского спортивного праздника соревнования проводятся уже около 10 лет. В этот раз за победу боролись любители спортивного ориентирования в возрасте от 9 лет и старше. Так как в 2020-м нам пандемия не позволила провести данные мероприятия, в этом году мы проанализировали все предыдущие годы проведения спортивного соревнования и приняли решение о том, чтобы провести соревнования по спортивному ориентированию максимально приближенными к местности. И как никогда территория спортивной школы Интинская, она оказалась удобной, подходящей именно для проведения такого вида соревнований. Соревнований именно на местности. В прошлом году территория спортивной школы была ограждена, то есть установлено ограждение в виде забора, и это тоже позволяет нам проводить без каких бы то ни было проблем или волнения от того, что ребята смогут удалиться куда-то в лес, еще что-то. В общем, территориально наша территория спортивной школы, она максимально на сегодняшний момент предназначена для того, чтобы проводить такие соревнования. Задача участников по выданной карте найти отмеченные контрольные пункты и записать в нужной последовательности размещенные там буквы. Время выполнения задания тоже играет роль. Российский азимут – это соревнования, которые проводятся уже на протяжении ряда лет. Я сейчас не помню даже какое количество, потому что оно давно проводится. Проводилось оно у нас, были соревнования, проводились они по городу, бегали на домах, были таблички развешаны. То есть потом мы сделали новую такую акцию, провели не акцию, а новую форму проведения российского азимута провели на площади в 2019 году, на площади Ленина у нас. Немножко тематика была другая, да. И в этом году мы решили перенести эти соревнования сюда и сделать на территории учреждения. Именно здесь стоят КП, их 75 количество. Поэтому и 15 нужно участникам эти КПшечки найти и отметить на своей карте. У каждых возрастов карта совершенно разная. Вот в таком формате мы делаем в этом году здесь на территории. Я думаю, что приживется этот формат здесь на территории, будем проводить именно на территории учреждения, потому что здесь у нас и есть место, где побегать, и есть место, где спрятать КП, убрать его нужно будет найти. Поэтому вот так вот. Здесь слово не зашифровано. В прошлом году мы делали по слову, и они как бы уже чисто догадывались и ставили просто КП, потому что слово отгадали. Да? Здесь в этом году мы сделали просто набор букв. Значит, что у них качество? Они должны четко сориентироваться на территории, четко найти это КП и отметить его правильно. То есть они должны знать расположение, что ли, этих КПшек. Ну, сложно очень. И плюс скоростные качества тоже здесь играют роль.
На территории спортивной школы Интинская размещено 75 контрольных пунктов, но ребятам надо отыскать только отмеченные на карте. Чем старше возраст участника, тем сложнее его маршрут. Здесь принимает участие каждый соревнуется сам с собой, то есть победит сильнейший, кто быстрее покажет время и правильнее укажет все КП. Самое основное здесь не столько время, сколько правильно указанные КПшечки. Все нужно собрать. Каждый участник, будь то новичок или профессионал, получил колоссальный заряд бодрости. Спортивное ориентирование – необычный, но очень увлекательный вид спорта. Как из разноцветной шерсти смастерить картину? Об этом знают воспитанницы Центра внешкольной работы Рада Волкова и Мария Лавриненко. В детской библиотеке открылась выставка юных дарований, которые представили на экспозицию необычные картины, выполненные в технике валяния. В Центре внешкольной работы существует кружок декоративно-прикладного творчества «Жемчужина», который вот уже 3 года посещают девочки. Здесь они впервые взяли в руки шерсть и научились с ней работать. Сначала шерсть обрезается у овечки и ее окрашивают в специальных красках. Потом ее продают. Это такой материал, который получается с овечек. И мы сначала его укладываем, сначала вертикально, потом горизонтально, потом все спрыскиваем, катаем скалкой и потом уже ложим рисунок. Девочки уже несколько лет приходят в кружок Центра внешкольной работы к своему педагогу Светлане Торлоповой, осваивают разные техники и работают с различным материалом. Но самым любимым у них остается именно шерсть. Рада и Маша занимаются уже 3 года. И у них очень много за это время появилось картин из шерсти. Хоть у нас и ребята занимаются всеми возможными направлениями, но именно эти 2 девочки увлеклись именно картинами. Они как горячие пирожки их изготавливают. Очень много у них картин подарено родным, близким, учителям в школе. На данной выставке только часть их работ. И очень захотелось показать жителям города данные работы. Девочки очень талантливые, они очень способные и очень целеустремленные. Они не пропускают занятия, и виден результат их работы. Я очень ими горжусь. Они очень большие умнички. И я хочу сказать, чтобы жители города обязательно пришли в детскую библиотеку и посмотрели данную выставку этих маленьких, но очень талантливых девочек. Работы Рады Волковой участвовали в местных и республиканских конкурсах «Безопасность глазами детей» и «Зеркало природы». Ее картины занимали высокие места. Девочка очень любит изображать лошадей. У нее больше всего именно таких работ. Вообще я очень увлекаюсь делать картины с лошадьми. И большая часть у меня с лошадьми картины. Мы обычно берем фотки с интернета, и я делаю. У Маши Лавриненко на одну картину уходит 2-3 урока. Это примерно 4 часа. Как правило, она изображает животных. Ее вторая картина – изображение домашнего песика по кличке Финик. По словам девочек, делать картины из шерсти – это совсем несложно. Первое я сделала 4 кошки, она напоминала мне семью. У вас 4 человека в семье? Да. Мне они нравятся, и это не очень сложно. Но если только первую картину делать, то это сложно. Но у меня уже рука набита, и мне не очень-то и сложно. Познакомиться с работами юных интинок могут все посетители детской библиотеки. Выставка размещена в основном зале культурного учреждения. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.